А на остальных этажах вообще все ободрано. За 40 лет этот дом на улице Губкина лишь однажды видел ремонт, и у него уже вышел срок. Квартира заливала, когда они трубы меняли. Так мы ночью их вызывали. Тут течет, там трещит, а на капремонт, как оказалось, денег нет. Того, что люди платили годами, хватило якобы только на часть работ. Следующая наша цель – добиться обязательно ремонта в подъездах. Сделанное – это результат упорства старшего по дому. Постоянно обивает пороги различных инстанций. Управляющие компании, кроме выставления счета, предложить другое не смогли. Итого 4,5 миллиона. 800 у них было видно наших денег. В результате пишут: вы нам должны 3,5 миллиона. Пока вы эти деньги не погасите, мы вам ничего делать не будем. Как расшатать непробиваемую систему ЖКХ, думают теперь жители дома. Руководством к действию стало послание президента. Главам районов необходимо ежемесячно анализировать поступающие обращения граждан и давать оценки работе управляющей компании. Количество жалоб растет, а в системе «Народный контроль» за 9 месяцев обращений набежало аж на 5000. Предъявили нам по 5000 временный целевой взнос, который не входит в состав жилищных услуг. 10 лет не было тепла из-за того, что труба в одной из квартир была забита. Чтобы знать, в каком случае куда обращаться, ликбез от аппарата омбудсмена. Сегодня они принимали жителей Советского района. Меняется тематика обращения. Сегодня люди задают вопросы о тарифах, задают вопросы о начислениях за жилищно-коммунальные услуги. Часть из них берется в работу и в дальнейшем реализуется. Такие встречи пройдут и в других городах республики. И зачастую удается сдвинуть с мертвой точки заржавевшую проблему. Лейсан Сабирова, Миляуша Гарипова, Алина Бережная, Амир Зальшев, Александр Лобанов, ТНВ Казань.